Всем большой привет, друзья! 19 января с крещением. Конечно, этот ролик выйдет немножко позже. Я так думаю, завтра, послезавтра выйдет на Дзен Премиум. Ну, а потом Рутуб, ВК. Это еще немножко позже. Но сегодня крещение, и всех православных поздравляю с этим светлым праздником. Мы опять на Печоре сегодня. Не зарекаюсь, потому что в прошлый раз хотел уже поднять палки и не поднял. Но скорее всего сегодня будет поднятие палок, потому что сегодня уже к вечеру похолодание до 22 градусов, до 25. А завтра уже 30 и неделю будут давить морозы. Это по прогнозу. Скорее всего мы сегодня поднимем, но прежде чем поднять, хочу попробовать половить на удочку, попробовать, может, хорюзок клюнет. И заодно испытать новые удочки. Вот, сделал новую модель удочек. Вот, раньше был груз у меня скользящий, я от него шел. Поклевки ерша не чувствовали, сейчас сделал немножко по-другому. 10 грамм, или сколько тут, 6 или 9 грамм, не помню. Ну, тяжелый груз. Снизу крючок на червя, сверху нимфа. Испытать удочку. Вот такие кивки купил, заказал на Валберис. Попробую вот эту тяжелую мормышку. Не помню, это Чупин Василий вроде бы мне делал мормышку. Она тяжелая, не должно сносить. Ну и вдоль берега попробую вот такие вот интересные каракатицы, если, может быть, возьмет, если течение не сильное. В общем, испытаю все эти удочки. Хотел половить червей, говорю, ершей, но черви почему-то у меня все сгнили, которые были в холодильнике. Скорее всего, их прихватило морозом в холодную погоду. И без червей на опарыша навряд ли поймаешь ершей, но ведро на всякий случай я взял. Если еж будет ловиться, то немного запас возьмем. В общем, как обычно, до темноты позанимаемся с удочками. И как стемнеет, проверим. Ну, скорее всего, поднимем наши продольники. Пару слов о состоянии реки. Вот, как мы видим, берег, несмотря на минусовую температуру, почти весь уже промыло ключами. Вон, все промывает, теплая вода возле берега идет. Тут перешеечек небольшой, вот то, что натоптал, еще немного есть. И ниже, как мы видим, вдоль кустов тоже все промыто. Не знаю, как мы будем ездить здесь в марте. Скорее всего, все здесь откроется. Придется где-то искать обходные пути. Обходные пути ниже точно нет. Попробуем повыше где-нибудь выехать на реке, на Печору. Но это уже когда уже растает снег, и это уже планы максимум. Это будет, я так думаю, середина или конец марта, когда вот этот снег растает, когда потеплеет, и будет видно, где промойно, где что. Так, ну а пока готова у меня одна лунка, и давайте сейчас проверим, что у нас клюнет, не клюнет. Надежды мало, но она есть. На реке тоже везде вода, хлюп-хлюп, выдавила воду. И несмотря на морозы, она даже не замерзает. Так, ну что, скорее всего, здесь, наверное, я так думаю, течение еще сильное. Это, наверное, будет сносить, но если хариус есть, а хариус здесь бывает, здесь я, даже глубину нашли. Здесь я 2 хариуса уже поймал на удочку, но не больше. Ёрш клевал здесь хорошо. Сегодня я приехал без прикормки. Долго здесь рыбачить не собираюсь. Так, проверю несколько луночек здесь, и, возможно, съезжу туда еще в конец на мели, там попробую на камнях. Зимой не очень-то комфортно здесь рыбачить, но я так думаю, весной мы здесь хариуса половим.
Или что там попадется, хариус, тиг, язь. Будет теплее, будет комфортнее. Я так думаю, что-нибудь да мы все равно поймаем. Но пока нет, вот. Сразу удара не последовало. Что-то пока не хочет. Нет, так нет. Упрашивать не будем. Будем буриться. Оставляем эту удочку вот так вот. Ну, как обычно, одну проверил. Оставляю. Пару лунок бурю, проверяю и так далее. Потихоньку, полегоньку. Хочется, конечно, уже съездить на лесную речку, попробовать там хариуса, но не знаю, после мороза, может быть, и прокатимся с разведкой. Вот пока, как мы видим, поклевок нет. Так что пока убираем камеру, пока не клюет. Пустые удочки, думаю, смотреть интересного мало. Ну что, друзья, наконец-то я дождался поклевки. Минут 15-20 пробурил 5 лунок. Одну, вторую, третью. И вот, наконец-то он клюнул. Чуть поменьше того, что я в прошлый раз поймал на продольник, но красавчик все равно. Хорош хариузец. Что у нас получается? Хариус здесь есть, но плотность его, видать, небольшая, потому что вот эту первую удочку я закинул, играл, потом вот начал буриться, играл, несколько раз подходил по кругу, вот туда пробурился, сюда, там, на каждой луночке, тут поиграю, там ни одной поклевки не было. Потом еле заметный тюк, я поиграл, и ударила, кстати, не на нимфу, а на нижнюю большую мормышку. Вот, так что хариус здесь есть. Третий хариус здесь на удочку пойманный. Но я и этому рад. Сегодня один, и возможно, так что весной мы здесь по-любому порыбачим. Сейчас попробуем немножко поиграть. Может быть их двое было. Вот так вот. По дну постучу тяжелой мормышкой и немножко поднимаю. Вот по дну. Раз. Течение тут не очень сильное. Кстати, там возле берега течение даже больше, чем здесь. И именно на этой точке я уже поймал третьего, но в день по одному. В начале года вот один день, как-то не помню число, уже один хариус был. Потом второй. Вот еще поклевка была. Так. Еще поклевочка была. Не знаю, на нимфу или на мормышку. Но потяжка была небольшая. Сейчас отпустим груз пониже, чтобы нимфа. На нимфу, может, активнее возьмет. Была поклевка, видать. Плотность небольшая. Но и аппетит, видать, не очень. Надо упрашивать. Это тоже еле-еле сначала тюкнул. Я даже не понял. Думаю, что это было. Вроде, думаю, об лед зацепилось, что ли. Потом поиграл. Тюк так опять немножко. Я подсек, и нормально. Шел вообще тяжело. Сопротивлялся бодренько. Как весенний. Обычно зимние они тяжело идут. Ну, одного поймали уже хорошо, конечно. Я уже было хотел, думаю, раз сейчас пройдусь еще по луночкам. И пойду съезжу на тот берег, думаю, где у нас палки раньше стояли. На мели там камушки тоже. Может быть, там. Я там еще этот год так и не пробовал на удочку. Поклевка была еще. И он не укололся. Значит, получается, что?
Как видно, да? Значит, получается, у нас активности рыбы пока еще нет. Но при желании поймать уже можно. Что мы и сделали. Первый красавчик уже на льду. Молодец, молодец, хороший хорюзец. Хороший. Нет, поклевка еще была и все бросил. Пытался смотреть с помощью камеры, видимость вообще ноль. Лед толстый, толстый снег, слой снега и вообще не берет. Не, пустые. В общем, навряд ли нам получится заснять поклевку с таким клевым. Батарея замерзнет и сядет. Не останется потом на проверку палок. Так что первый есть красавец. И дай бог не последний. Может быть, еще что-нибудь поймаю. Прошло 2 часа. Ни одной поклевки больше я так и не видел. Видать, норма. 1 хариус в день — это норма. Так что пока рановато еще на удочке. Вот еще местечко пробурил возле крайних палок. Пусть пока они постоят. Начнем подъем все-таки палок. Хватит. Порыбачили, покормила печора, хватит. Пора заняться другой рыбалкой. Но здесь пока рано. Вон, смотрите, что творится. Что творится. Сколько воды. Вон. На пол сапога вода. Не знаю, откуда она. Ожидаются морозы, не знаю, примерзнет, не примерзнет, но ходить-то ладно еще. Ездить на урагане точно. Вон, смотрите, уже протоптал вроде вот так вот снегом тропу, а все равно не замерзает, проваливается. В общем, дай бог, чтобы эти морозы, которые надвигаются по прогнозу, это все прихватило, хотя бы корочку верхнюю. Если нет, то не ходить, не ездить по Печоре опасно. Вон я здесь разворачивался, видно, да, там уже вот вода. Если бы я провалился, помудохаться пришлось бы капитально. Поклевок нет, оставим это дело до тепла, до весны. Ветерок поднимается, мороз крепчает, к вечеру уже обещают до 20, так что не будем ждать темноты, начнем подъем палок. Ну и посмотрим. Так. Ну что, поехали. Ну что нам Печора матушка напоследок даст что-нибудь интересное, нет? Здесь нет. Блин, мальки живые. Второй живой. Ну как вот живых, все 3 живых малька. Нет, эту палку я еще оставлю. Рука не поднимается живых мальков поднимать. Тем более наледи много, замерзнуть не должно. Закопаем, будет нормально все, не промерзнет. Приедем еще как-нибудь после морозов и тогда уже поднимем. Ну, вот как я вам и говорил. Пока еще тоже не точка. Пока еще запятая. Вон, за 2 дня никто не соизволил даже подойти. Вторая палка живыми мальками. Это 100% глухозимье. 2 дня, если мальки болтались, и никто их даже не попробовал. С одной стороны, я понимаю, что нет смысла держать. Ну, а вдруг? Крещение сегодня. Мой отец говорил, но это раньше так было. Типа налим
после крещения должен быть уже отнерестился и должен по новой ловиться. С конца января, февраль еще ловится. Сейчас все, конечно, по-другому. Сейчас печора уже не та, которая была 30 лет назад. 30 лет назад отец мой поставит 20-30 палок и рюкзаками целыми налима носил. Так, здесь даже поднимать до конца не буду. Малек живой, так что не будем мы их поднимать. Пока оставим. Не промерзнет 100%, потому что очень много наледи. И она наледь как подушка будет держать, не давать холоду промерзнуть. Если даже и сверху небольшая корочка промерзнет, то ничего страшного, выдолбим. Так, здесь у нас даже что-то там небольшое есть, типа маленького налимчика, что ли. Да, это он. Так, ладно, болтайся. Через недельку где-то придем, посмотрим. После морозов, как отпустит морозы, придем, наберем червей свеженьких и попробуем еще. Тем более возьму навигатор, где отмечал летом точки. Где-то здесь, не помню точно. Такая отмель была каменистая и такой мелкие камушки. За островом сразу тиховод такой. Я отметил, думаю, зимой там, возможно, ну, по идее, должна ловиться рыба. Навигатор возьмем, найдем эту точку и пробуримся. Все живцы живые. Никого нет. Так что %99% глухозимие. 1% оставляем тому хариусу, которого мы сегодня все-таки поймали. Так что у нас сегодня еще не последняя проверка. Нежданно-негаданно опять решили оставить. Бывает что. Так. Что у нас тут? Здесь у нас мальки тоже не тронуты, но подохли. Но так как мы решили оставить, то зачем нам дохлые мальки, когда у нас есть живые? Мы это дело сейчас поправим. Вот эти два оставим. Один живой, один полуживой. Этого потом... Ладно, давайте сначала по-быстрому проверим, пока батарейка не замерзла. Что-то начало холодать. А потом уже приступим. Будем наживлять. Интересно, как вы думаете, сегодня мы налима поймаем? Нет? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Потому что прошло 2 дня, как мы видим, вон все 3 малька живые. Не просто никто даже к ним не подходил. Рыбы или нет, или вообще не хочет есть. Ну как нет рыбы, если мы сегодня вот здесь вот поймали хариуса? Значит, хариус приходил, но на малька у него аппетита нет. Значит, он кушать не хочет. Ладно, подождем, когда у них аппетит прорежется. Упрямый, мы умеем ждать. Упрямство и труд все перетрут.
А здесь у нас что-то клюнуло. Харю, что ли? Нет. Маленький налимчик. И еще один маленький налимчик кулома. Вот такой вот дрищ-пакет. 2 маленьких налимчика попало. Один подох, второй живой. Это, который подох, снимаем. А этого оставляем. Там на крючке. Пусть еще побарахтается. Может быть, кто-нибудь его... Может быть, кто-нибудь его съест. Ладно, запутался, конечно, но ничего страшного. Некогда мы сейчас распутывать. Будем распутывать, они подохнут. А так они поживут. Так. Если крупного налима не поймаем, то ничего страшного. Опа! Еще один такой же. И еще там что-то то же самое. Один живой, малек живой. И вот заглотил такой же он. Есть же налим, получается. Он заглатывает. Он такой же дрищ-пакет и уже подох. Ну, эти слишком мелковато. Если третьего такого поймаем, то, может быть, на зареху будет. Сейчас хейтеры будут писать: что берешь таких маленьких, что не отпускаешь? Вот. Давайте отпустим, что пусть живет с открытым ртом. Я же не виноват, что они клюют. Я крупных ловлю, я мелких не ловлю. Хотя если мелкий попадает не в заглот, это шанс на крупного. Вы сами все видели. Все налимы крупные, которых я в этом году поймал, попали на мелких налимчиков. Вон здесь тоже один живец, как мы видим. 2 мелких живца даже. Ну что? О, сколько шансов. Как вот поднимать? Не, пусть они барахтаются. Может быть, крупный после нереста будет ням-нямкать их. Ну вот, пятишку проверили. Так, ну что, еще приготовили? Луночки к проверке. Ясь куда-то пропал, блин. Здесь тоже что-то дергает. Живец. Ну да, ладно. Вот такой вот живец. Какой-то он покусанный весь. Ну-ка. О. Да тихо ты будь. Жопа покусанная. Кто-то цапнул, что ли. Но живой. И живцы, и мальки, все живое. Так что ловись, рыбка, малая и велика. Для мелкого налима нет глухозимья. Ловится всю зиму, а летом его нет. Вот смотришь, вот когда со строгой, когда межень, колешь налима в камнях его. Ну, самый маленький это килограмм, наверное, 1,5. Самый маленький. Тоже натяжечка. Что-то еще натяжечка. Вон сколько мелкого налима. Но тот уже не мелкий. Мы тебе возьмем на жареху. Ты уже не живец. Ты уже молодец. Разрешенных размеров. Разрешенная длина налима 35 сантиметров.
По-любому здесь сантиметров 40, наверное, есть даже. Так. Опа, опа. Ты давай не тогось, а то замерзнешь. Так, ладно. Проверяем сначала, потом наживляем. Так. Тут живец. И мальки живые. Так что ловите. Через недельку встретимся. В морозы точно не приду проверять. Нету смысла. Я сейчас закопаю, оно снегом под снегом ни хрена не замерзнет. А вот если я в морозы трону и потом вот мороженым снегом закопаю, оно уже может промерзнуть. Ну вот и последняя палка на этом нижнем участке. Давай, последняя, выручай. Ну, что-то небольшое, маленький. Дрищ-пакет какой-то запутался. Ну да. Плавай дальше. Зови маму, папу, бабушку, дедушку. Вон тут 2 крючка еще есть. Зови дедушку с бабушкой. Вытащим их вместе. Ну вот и все. И остался верхний ряд. Там все тоже уже промыто возле берега, я вам показывал в прошлый раз. Хотел поднять, но если уже здесь оставили, и у нас осталось как раз штука. Раз, два, 3, 4, 5, 6 мальков. Как раз на верхний ряд, что хватит, то хватит. Но это уже точно предпоследняя проверка. Потому что живцов больше нет, а без живцов рыбачить смысла нет, пустые палки держать. Пока живцы были, рыбачили. Все, поехали. Что-то мне подсказывает, друзья, что мы до наших верхних палок не доедем. Ураган лучше оставим здесь. Блин, я еще и плесни там оставил. Думаю, замерз, закапывал хорошо свежим снегом, отдалбливал и думал лопатой. Вон, смотрите, как все промывает весь берег. Ключи, вон, видите, все проталено, это под снегом все гниет. Вон, в прошлый раз я вам показывал. Не знаю, буранка выдержит, если еще разик. Попробуем, конечно, проскочить. Сама-то буранка промерзла, а тут уже все, вон. Тут, конечно, еще не река, тут берег, но здесь вот уже вода примерно по колено и грязь, трясина. Лед висит. Если пешком пройдем, значит на урагане мы еще проедем. Вот так вот. Нормально, еще должны проехать. Проскочим. Когда мы выставляли палки, вода была где-то на 1–1,5 выше. И тут как бы вот все было замерзшее. А вода упала, лед упал. И вот теплой водой ключи бьют, а ключи теплые. Размыло весь лед, размыло весь снег. И скоро здесь уже будет на берег не выйти. Через недельку, наверное, здесь уже и буранку полностью растопит эту ключи. И надо будет где-то искать место повыше. Пониже это точно везде ключи. Ну, в общем,
придумаем что-нибудь. Сегодня должны еще проскочить. Да, вот здесь вот бугор, здесь уже высокий берег, как бы сухо. А здесь низина, тоже как бы было сыро, ключи, все вот это низина. И я выкладывал все здесь ветками и как бы мостика сделал, типа мостика. Я думал, оно только здесь и идет, а оно, видишь, куда повернуло. Вода упала и повернула туда. Проскочим. Так что сегодня мы еще проверим, а потом уже будет видно. Может быть, если река высохнет, по реке объедем. Нет так. Нет так. Будем думать что-нибудь. С Богом. Неприятно, конечно. Вон, весь берег размывает. А тут уже глубоко. Тут метра полтора, вон, видите, выше уже размыто. Так. Ну чё? Давай напоследок порадуй трофейным налимом. Здесь никто не хочет радовать. Живой живец. А второго и третьего украли. Так что кто-то здесь хулиганил. Ладно. Попробуем еще насадить. Я здесь, скорее всего. Может быть и Хариус бы, наверное, попал. Это я, наверное, попадал и сошел. Так. Ловись, рыбка. Малая и велика. Средний аккумулятор уже. Так что будем прятать за пазуху после каждой палки. Вообще не выдерживает морозов. Это GoPro. Херня, а не камера. Так. И здесь у нас все на месте. Никого. Третий малек вроде бы подохший. Ну и бог с ним. Два живых, если будет проплывать, то мимо не проплывет, если кушать захочет. Тем более у нас осталось уже 4 живца. Не густо. Последние 4 живца. Следующая проверка точно будет последней. Опять же, если мы ершень наловим. Мороз опять крепчает. Не врут прогноз погоды. Все знают наперед. Так, что там? Натяжка, что ли? Нет. Так. Никого. Откуда эта трава, блин, постоянно? Так. Один живой, второй живой, третий живой. Ну совсем никто не хочет кушать, а? 100% глухозимье. Так. Ну а здесь что? Проплывал, кто не проплывал?
походу тоже никого. Живец. Траву уберем, чтобы не задохнулся. И что там еще? Блин, непонятно. Ладно, разберемся. Так, прошлую проверку здесь был красавец Хариус. Ждем продолжения банкета. Ну, нет, 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 нет. Малек живой, а второго нет. Кто-то был. Так, ну давай проверим еще крайнюю палку. Может, ближе к берегу что-то есть. Не, походу тоже никого. Натяжки нет. Нет, нет, и здесь пусто. Прячем камеру. Сегодня уже рано приехали. Думал, успею по светлому. Нет, уже опять темнеет. День хоть и стал длиннее, он еще очень-очень короткий. Вот в феврале, да, через пару недель у нас уже февраль. Там уже заметно. Так, здесь у нас никого. Малек живой. Второй живой. Так, и у нас. И у нас осталась последняя палка. Опачки, опачки. Последняя палка. Или там, или нигде. Все. Последняя палка сезона. В следующий раз, если ершей не поймаем, 100% будет поднятие палок уже. Итак, третий раз уже поднимаем, все никак поднять не можем. Ну-ка давай, бабахни. Не, навряд ли. Нету, нету. Нету. Живец, походу, есть один. Так. Сейчас. Не знаю точно. У меня один последний живец остался. Это может менять. Да, поменяем, наверное. Ладно, разберемся, пока не села батарейка. В общем, вы сами все видели. 3 налимчика у нас на сковородку есть. Есть Хариус, на удочку поймали. Будет и малосолочка, будет и жареха. Прошлого Хариуса просто умяли. Вкуснотища. Посолили, свеженький, с охотки просто замечательно. Так что и этого сделаем малосолочку, и будет жареха. Так что потихонечку копошимся. Как говорится, это рыбалкой не назвать. Но неохота это точно. Стараемся, но, как вы видите, пока без толку. Сейчас сделаем большой перерыв. Как минимум неделю сюда приезжать не будем. Подождем, пока потеплеет. Сейчас будут морозы завтрашнего дня. Где-то около недели, наверное. А там будет видно. Будем по погоде, по ситуации, по обстановке. Будем уже думать, что, где, когда, как. Дома долго сидеть точно не будем. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.